Здравствуйте, в эфире новости Центральноазиатского региона, в студии Андрей Рябченко, и сегодня в программе. По президентскому хотению в Таджикистане переименовывают 8 районов, 2 города и делают Таджикское море. В Казахстане арестовали короля шымкентского пива, по совместительству борца с терроризмом. Помощник главы Таджикистана назвал законным назначение Азады Рахмон собственным отцом-президентом. В Кыргызстане проходит чемпионат мира по альпинизму, приз покорения Эвереста. Власти афганского уезда Имам-Сахиб в провинции Кундуз, это север Афганистана, заявили, что на территории уезда сосредоточилось до 200 иностранных боевиков, в том числе 40 наемников из числа уроженцев Таджикистана, которые представляют угрозу не только Афганистану, но и всем странам Центральной Азии. Афганские источники утверждают, что иностранным наемникам удалось создать в зарослях на таджикистанском берегу реки Пянш свои базы, где они пережидают активные фазы операций, которые проводятся против них на афганском берегу. Уезд Имам-Сахиб непосредственно граничит с Таджикистаном. Общая протяженность этого участка совместной границы составляет порядка 70 километров. Так, насколько заинтересованы эти группировки в дестабилизации ситуации в регионе и почему афганская армия не может их ликвидировать на границе с Афганистаном? Интервью эксперта по Афганистану Азиза Аринфара. Как вы знаете, ситуация в Афганистане крайне сложная, не только в Афганистане, но в целом регионе. Это вызвано несколькими геополитическими проектами, которые осуществляются крупными мировыми державами, а также региональными державами. Что касается Афганистана, сейчас несколько проектов одновременно осуществляются на территории Афганистана. Одна из них – это экспорт-дестабилизация на территории стран Средней Азии при помощи так называемой Даэш или ИГИЛ, который финансируется разными странами, в том числе Катара и Турции. Также проект Талибана, который финансируется саудовцами. Что касается северо-восточной провинции Афганистана, это не новая история, уже несколько десятилетий подряд там разрабатываются такие планы для экспорт-стабилизации ситуации. И сейчас очень в последнее время активизировались действия этих банд формирования на территории афганского Бадахшана и провинции Тахара и Кундуза. Там развернувается сеть исламских медресей, в том числе для девушек. Также там в последнее время наблюдается концентрация боевиков из стран Средней Азии, в том числе из Таджикистана. Во-первых, эти боевики, у них в распоряжении огромные средства. Они быстро закупают местные органы власти, в том числе и силовые структуры. Это первая сторона. Во-вторых, они полностью пользуются поддержкой таких стран, как Пакистан, спецслужб Пакистана, и Саудовской Аравии, и Катара, и Турции и так далее. В-третьих, это не исключено, что внутри афганских силовых структур тоже они имеют свои наемники, которые давно они закупали. И некоторые местные органы власти тоже боятся за судьбу своих семей и за личные жизни и так далее. Они опасаются просто-напросто. И, конечно, не исключается давление со стороны некоторых стран на центральное кабульское правительство. Таджикистан – самая богатая страна в мире. Население республики имеет высочайший показатель доходов на душу населения, а граждане соседних стран, особенно России, приезжают работать гастарбайтерами в Душанбе. А что касается мирового финансового кризиса, то для столь мощной сверхдержавы он просто незаметен. Очевидно, что именно так думает правительство Таджикистана о своей стране. К сожалению, реальность далека от фантазий чиновников, которые по своей прихоти начали процесс переименования во время кризиса 8 районов, где проживает более миллиона человек, и 2 городов, где живет еще около 100 тысяч человек. Кроме того, теперь в Таджикистане появится целое Таджикское море. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступил с новой инициативой в парламенте республики. Якобы на основании просьб населения и местных парламентов он предложил переименовать 8 районов.
Изменится название у Гисарского района, который станет сразу весь городом Гисар. Тавильдаринский район станет районом Сангвор, Джиргатальский район районом Лахш, район Джалалиддина Руми районом Джалалиддина Балхи, Джеликульский район районом Дусти, Кумсангирский район районом Джайхун, Шураабадский район районом Шамсидин Шохин, Ганчинский район районом Деваштич. Кроме того, переименованию подлежат два города. Чкалов станет Бустоном, а город Кайракум – Гулистоном. Также Кайракумское водохранилище отныне будет Бахри-Тоджик, то есть Таджикским морем. Наверное, это давняя мечта таджикских чиновников – иметь собственное море, пусть даже и маленькое, пусть даже и искусственное. Тем более, что ранее глава Таджикистана продемонстрировал себя еще и историком. Опираясь на некие собственные источники, он приказал переименовать Кайракум, город на берегу водохранилища, в Орион-Кант, утверждая, что город имеет древнюю историю. Хотя как и водохранилище, так и город, где жили его строители, возникли в советское время, в 1957 году. Капризность лидера Таджикистана доказывает тот факт, что в прошлом году он уже приказывал переименовывать Чкалов в Шохкант. Конечно, его идею всецело поддержали депутаты и горожане, однако новое название продержалось всего 7 месяцев, ибо теперь уже Шохкант переименовывают в Бустон. Еще один переименованный район Джалалиддина Руми стал им только в 2007 году. До этого он был Колхозабадским районом. Между тем, прихоти властей населению переназываемых районов порядком надоели. На прошлой неделе жители района Тавильдара обратились к президенту Таджикистана с открытым письмом, где потребовали убрать руки от переписки названий. Жители аргументировали это и тем, что новое название к ним не имеет никакого отношения, и тем, что для переиначивания понадобится слишком много средств. Более того, возмущенные жители собрались в райцентре, чтобы митингом выразить свое недовольство. Однако местная милиция, собрав всех их в мечети, разъяснила, что решение поддержали избранные ими же депутаты и предупредила о недопустимости протестов. Уже на следующее утро с активистов с тачки были собраны объяснительные. Чем же не угодили властям старые названия и во сколько капризы власть имущих обойдутся государственному бюджету, размышлял эксперт Умет Джайхани. Вообще сама процедура очень неясная, потому что сначала фигурировали одни названия в обсуждениях, в средствах массовой информации, а сейчас совсем другие названия предложены и подтверждены президентом. Кто их предлагает, кто их создает, неясно. Я так думаю, что это всем колхозам собираются и решают такие вопросы, хотя вопросы топонимики должны решать специалисты. Необоснованность в том, что, смотрите, тут заявлено, что целью переименования городов и так далее является восстановление их исторических названий, пропаганда национальных ценностей, принятие во внимание места их расположения. Я посмотрел из этих предложенных к переименованию городов и названий ни одно не соответствует выше заявленным целям, абсолютно. Например, был у нас район имени Джалалиддина Руми, бывший Колхозабадский район. Теперь его переименовывают в район имени Джалалиддина Балхи. А где справедливость историческая? Этот район исторически назывался Халовард. Если бы это название заново возродили, я бы сказал, да, восстановили они историческое. Также абсолютно непонятна история с Кайракумом. Предлагают переименовать в Гулистан. Таких Гулистанов у нас пруды. Очень много. Кайракум один-единственный был. Кому-то не нравится там узбекские названия. Так можно было по-другому это сделать. Есть у нас закон в Республике Таджикистан по топонимике. Называется закон о географических названиях. Он не допускает присвоения одного и того же наименования нескольким однородным географическим объектам в пределах одного административно-территориального образования. В Южном Казахстане, в городе Шымкенте, арестован собственник знаменитого шымкентского пивного завода Тахтар Тулешев. Как сообщило следствие, у него обнаружено огнестрельное оружие, наркотическое вещество и некая литература, которая напоминает экстремистскую. Особый шарм этой истории добавляет то, что сам Тулешев возглавлял антитеррористический центр и был членом президентской партии Нур Отан.
Задержанный казахстанский олигарх является владельцем завода «Шымкент Пиво». Одновременно он возглавляет Центр анализа террористических угроз. Был членом партии «Нур-Отан», нескольких союзов журналистов и даже советником верховного атамана казачьих объединений Казахстана. Кроме того, бизнесмен прославился устройством шикарных вечеринок. На дни рождения к нему съезжался политический и звездный бомонд, и не только Казахстана. С размахом олигарх проводил праздники для своих 13 детей, для которых выступали Дмитрий Нагиев, Тимати, Иван Дорн и другие российские исполнители. Он даже завел себе киностудию «Шымкент Pictures» и продюсировал собственные фильмы. Вместе с бизнесменом также были задержаны еще 3 человека. Один из них Сергей Колтаков, ранее объявленный в розыск за совершение мошенничества в отношении нескольких человек в Алматы. Личности еще 2 не раскрывается. Информация о том, в чем именно обвиняет известного не только в Казахстане, но и за его пределами предпринимателя, пока держится в секрете. И любопытно, что к спецоперации южно-казахстанских полицейских не допустили. Задержание и расследование контролируют астанинские спецслужбы. А далее коротко о других событиях Центральноазиатского региона. Офицер 201-й российской базы в Таджикистане Иван Щербаков, задержанный таджикскими правоохранительными органами по подозрению в убийстве 22-летней жительницы Душанбе, был признан психически вменяемым. В ближайшее время его доставят в Душанбе из Екатеринбурга, где он проходил судебно-психиатрическую экспертизу. На востоке Афганистана боевик-смертник, передвигавшийся на заминированном мотоцикле, произвел покушение на жизнь начальника полиции. В результате атаки смертника пострадали 8 мирных жителей, в числе которых была женщина. А еще одна атака смертника произошла в Кабуле менее 2 часов спустя. В результате попытки нападения на служащих полиции погибли как минимум 10 человек и пострадали еще 20. При этом жертвы являлись по преимуществу мирными жителями. В Казахстане при продаже автомобилей и недвижимости в интернете запретили указывать цены в долларах. Число проституток в Таджикистане за последний год увеличилось на 25%, составив к концу прошлого года более 2000 женщин легкого поведения, сообщил Комитет по делам женщин и семьи при правительстве республики. При этом отмечается 20% сокращение числа притонов за последний год. В Алматы медалью за мужество при чрезвычайном происшествии наградили 11-летнего Данияра Сатыбалды, который спас младших сестер и брата из горящего дома. В ноябре прошлого года в частном доме произошел пожар. Без взрослых находились сам Данияр, его 8-летние и 7-летние сестренки и 3-летний брат. Испугавшись за них, Данияр забежал в комнату, разбил окно и спас их через оконный проем. Помощник главы Таджикистана не увидел никакого нарушения закона в назначении Мамали Рахмоном собственной дочери главой собственного же президентского аппарата. Оказывается, как это ни парадоксально звучит, но глава президентского аппарата подчиняется не президенту, а премьер-министру. Таким образом, оправдался чиновник. Рахмон якобы не нарушил пункта антикоррупционного закона, который прямо запрещает назначать чиновника-родственника, если он находится в прямой подчиненности, подконтрольности либо подотчетности должностях, занимаемыми его близкими родственниками. Напомним, что президент Рахмон назначил собственную дочь главой президентского аппарата. Кроме нее, еще с десяток его близких и дальних родственников занимают различные посты. По этому показателю он далеко обошел всех глав Центральной Азии, в том числе и Нурсултана Назарбаева. Глава Казахстана имеет дочь Даригу Назарбаева, которая занимает пост зампремьер-министра. Ее внук Нурали Алиев заммэра города Астаны, а племянник Самат Абиш находится на посту заместителя главы Комитета национальной безопасности. Ну а пока антикоррупционное ведомство закрывает глаза на нарушение антикоррупционного законодательства президентом, но еще бы, ведомство ведь возглавляет сын Рахмона, госорган взялся за конфискацию имущества оппозиционных политиков, вернее экстремистов и террористов, как их успел охарактеризовать суд. Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией приступило к проверкам на предмет конфискации объектов Абдухалима Назарзада, которого власть обвиняет в попытке государственного переворота, и Мухиддина Кабири, главы оппозиционной партии Исламского возрождения. Чиновники сообщили, что проверят 12 объектов бывшего генерала и свыше сотни объектов, 42 административных и жилых здания и 70 наименований имущества Мухиддина Кабири и его сторонников. Между тем, адвокат другого опального политика уже высказался о методиках изъятия чужого имущества властями. Адвокат бывшего министра промышленности Зайда Саидова назвал конфискацию незаконной и жестокой. Он заявил, что судебные исполнители приступили к процедуре конфискации имущества не только самого Зайда Саидова, признанного виновным, но и его родственников, в частности сыновей, которые жили от отца совершенно отдельно. В
В Кыргызстан прибыли 70 альпинистов для участия в чемпионате мира. По итогам соревнований победителей ждет возможность покорить высочайшую гору мира – Эверест. Чемпионат мира по альпинизму в Кыргызстане начался в 2016 году в техническом классе. Соревнования проходят в рамках международного фестиваля по альпинизму с 1 по 14 февраля в ущелье Аларча. Всего участвует 70 спортсменов, это 20 команд из Кыргызстана, России, Казахстана, Узбекистана и Украины. В рамках чемпионата мира планируется восхождение на вершины Свободная Корея, Корона, Бокс, пик Симагина, пик Семёна-Тиньшанского, Байлян-Баши и Байчичекей. Лучшие альпинисты пройдут отбор в высотную сборную команду по альпинизму в рамках проекта «Высота». Летом она поднимется на семитысячнике бывшего СССР. В дальнейшем планируется совершить восхождение на высочайшие точки мира – Эверест и К2. Последние подобные соревнования такого рода проходили в Кыргызстане в 1991 году. Тогда проходил последний очный чемпионат СССР по альпинизму. С вами была новостная служба Центральноазиатского телеканала. Мы говорим то, что иные предпочитают умалчивать. До следующей встречи.